За прозрачностью и легитимностью голосования на избирательных участках в режиме видеонаблюдения следят в Магасе. Там открыт общественный штаб по наблюдению за выборами президента России в Ингушетии. В штабе находится наш корреспондент Зелимхан Калоев. Он сейчас выходит на прямую связь со студией. Зелимхан, есть ли нарушения на выборах? Приветствую, Юсуп. Нарушения, я бы не сказал, что это нарушения, они незначительные. Мы чуть попозже поговорим с руководителем штаба по общественному наблюдению за выборами президента России и узнаем, какие были инциденты, что встречалось в практике. А сейчас я хочу сказать, что здесь, в общественном штабе по наблюдению за выборами президента России, идет активная и скрупулезная работа. Можно сказать, что здесь все как на ладони. За мной находится экраны, где транслируются все 142 УИКа. Работа усиленно проводится. Члены общественного штаба следят за честностью и прозрачностью выборов. Сейчас рядом со мной находится Лейла Амирханова, это руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Республике Ингушетия. И как раз-таки мы спросим у нее про нарушения на избирательном участке. Были ли какие-то нарушения? Добрый вечер, Сейдик Хелшин. Есть нарушения, которые влияют на исход выборов, а есть нарушения, которые не влияют на исход выборов. У нас не было нарушений, которые влияют на выборы. Были незначительные нарушения, но они не влияют. Нарушения такие, как цветок, который закрывал урну или КАИП, нужно было убрать. Воздушный шарик камера берет далеко, и вот воздушный шарик где-то перекрывал. Это не считается нарушением. Или, тем более, что несколько камер, да, есть? Конечно, 2 камеры на участке. Или интернет слабый. Это не считается нарушением. Очень хорошо, мы рады, что все проходит прозрачно, все проходит нормально, поэтому не было у нас таких нарушений. Мы знаем, что у вас здесь есть еще мобильный штаб, да, который также выезжает. Были ли какие-то инциденты? Нет, у нас не было никаких инцидентов. Вот бывали вот такие моменты. Да, у нас 3 мобильные группы, которые выезжают на участки. Они и в данное время тоже находятся. Бывало такие моменты, они нам звонили. Человек, когда сидят несколько наблюдателей, буквально человек отошел молиться, это несколько минут, но это не считается. Сейчас месяц Рамадан. Я хочу сказать, что вы видите, что члены штаба – это 10 человек, которые сидят за мониторами. Из 142 избирательных участков 79 участков снабжены видео, мы видим их. И вот мы для удобности, чтобы мы организовали 2 смены. Утром с 7:30, 8 начинает работу штаб, до 14 часов сидит 1 смена, а вот 14:20 заканчивается штаб, в 20:30, около 21 часа только уходит. Ночью в данное время здесь находится работник Ростелекома и один из наших мужчин. Ни одну минуту камеры, чтобы не показывали вот эти видеокамеры, участки, такого не было. То есть мы знаем, что вы здесь находитесь 24/7, можно сказать, да, заранее приходите до 8 часов, до открытия УИКов самих. И хотелось бы узнать, вот эта вся напряженность вот за эти 3 дня, вот какие предварительные итоги вы подвели сейчас? Много ли наблюдается вообще посещаемость, явка, какая была? Вообще наш штаб в 12 часов мы связываемся с Общественной палатой России, ситуационный центр. Это 89 субъектов. Должны связываться. Мы выбираем удобное для нас время и каждый раз получаем информацию. Мы знаем, что на 15 часов Ингушетия 81% проголосовала. Мы даем информацию так же, как и все регионы. И, честно сказать, я вижу, мы постоянно держим на связи руководителей участковых избирательных комиссий. Мы постоянно просматриваем участки. Все нормально, и я хочу сказать, что именно сегодня, вот что бы мы ни говорили, воскресенье для нас это выходной день. И вот явка, мы очень много просматриваем участки, мы как сделали 79 участков, 10 человек, мы их разделили по 10, какие-то дважды просматриваются, там, где очень много. И мы видели сегодня
Карабулак, Сунжа, Малгобек, все ж таки танцы устроены. Вот как бы люди не ели, как в месяц Рамадан, все равно вот это праздничное настроение, мне каждый раз кажется, что пройдет время, и быть причастным именно к выборам президента Российской Федерации, вот это очень... Мы гордимся этим, мы дорожим, мы гордимся тем, что сегодня у нас есть возможность вложить свою лепту в становление в будущее Ингушетии и то, что здесь. Побывал наш глава, похвалил, поговорил, хотя глаза многих были в компьютерах, но уши-то свободны. Уполномоченный по правам человека были представители, которыми мы подписывали соглашение. И я рада, что они вот видели, были простые люди. Нам звонят, когда мы говорим, мы вас видим. Кто-то думает, что мы все время нам машут рукой, просят, ну посмотрите наш участок. Выборы проходят прозрачно и чисто. Лейла, спасибо большое. Я напомню нашим телезрителям, что общественный штаб по наблюдению за выборами президента России в Ингушетии будет работать до 15:00, до завтрашнего числа. И будем держать вас в курсе событий.